Впервые об их появлении всерьез заговорили после крупнейшей в истории по числу жертв серии терактов в США 11 сентября 2001-го. Главная идея – обезопасить людей от террористической угрозы и в том числе идентифицировать потенциально опасных личностей. Первой страной, в которой жителям начали выдавать биометрические паспорта, а именно о них идет речь, стал Пакистан. Через год, в 2007-м, новый вид документов ввели в Соединенных Штатах. Правда, изначально их выдавали только дипломатам и чиновникам. В Беларуси идея внедрить биометрические паспорта появилась еще в 2009-м. Спустя несколько лет изготовили так называемую пробную партию. А уже сегодня в стране готовится к массовой выдаче паспортов и ID-карт. Каких изменений вместе с внедрением биометрических документов нам ждать, разберемся вместе со специалистами в сегодняшнем выпуске «Новокомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Документ с приставкой «Смарт». Чем будет отличаться ID-карта от обычного паспорта белоруса? Настоящая или подделка? Как эксперты определяют подлинность паспорта, расскажем и покажем в нашем сюжете. И если захочется путешествий, как изменятся документы для выезда и въезда в Беларусь? Совсем скоро в студии программы появится гость, у которого узнаем все о новых паспортах и ID-картах. Но перед этим предлагаю узнать, что же это за микросхемы такие, которые встраиваются в современные паспорта. И у жителей каких стран уже сегодня главный документ биометрический. Будет интересно, не переключайтесь. Бумажные паспорта уже вскоре уйдут на второй план, вытесняет их новая современная версия, так называемые ID-карты. На одной стороне смарт-карточки, фото владельца документа и его основные данные. Это полное имя, дата рождения, пол и гражданство, а также идентификационный номер документа, срок его действия, номер карты и подпись, но уже электронная. С другой стороны карточки QR-код для считывания данных, дата выдачи документа и код органа, который его выдал. Вся остальная информация о человеке закодирована и переводится, что называется, в цифру. Для этого в ID-карту встроены два специальных чипа. Первый – идентификационный, он шифрует персональные данные человека. Второй чип – криптографический, нужен для идентификации человека и его электронной подписи. Она нужна для совершения определенных услуг через электронные сервисы и банки. Если же житель страны запланировал поездку за границу, то здесь понадобится отдельный биометрический документ. С виду он похож на обычный бумажный паспорт, но это только на первый взгляд. На деле здесь тоже не обошлось без встроенной микросхемы. Этот микропроцессор, он вшивается в последнюю страницу нового паспорта, содержит, говоря языком специализированным, биометрическую информацию. А если говорить проще, в ней хранятся наши отпечатки пальцев. Для путешественника, как уверяют специалисты, это значительно упростит процедуру прохождения госконтроля на границе. К слову, так называемую биометрию, то есть систему распознавания людей по физическим чертам, признали основной технологией идентификации для паспортов и виз нового поколения еще в 2002-м. Это отразили в Новоорлеанском соглашении, подписали которое в том же году представители более 180 стран. Уже с 2004-го Пакистан, одна из первых стран в мире, сообщают интернет-источники, выпускает цифровые паспорта. Эту идею быстро поддержала Европа. В том же 2004-м новый вид документов с привязкой к биометрии стала внедрять Бельгия, обогнав США более чем на год. Но дальше всех, рассказывают специализированные интернет-порталы, пошла Германия. Там, лишь поднеся палец к считывающему устройству, можно даже в некоторых магазинах расплатиться. Электронные документы, в которые может быть добавлена и другая биометрическая информация человека, например, рисунок радужки, сегодня распространены практически по всему миру. Это Россия, Украина, страны Европы, Северной и Латинской Америки, Африки, а также Австралия и Новая Зеландия. Уже осенью 2021 года белорусам начнут выдавать вместо привычных паспортов специальные ID-карты. А для того, чтобы выехать или въехать в страну, понадобится так называемый биометрический паспорт. Чем они будут отличаться от привычных нам документов? Обязательно ли сразу всем бежать и главный документ менять? И что будет со старым паспортом? Обо всем этом мы не только спросим у нашего гостя. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Анатольевич Хрещинович, заместитель начальника департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси, начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу Министерства внутренних дел Беларуси. Павел Анатольевич, давайте сразу разберемся.
Чем так называемые смарт-карты будут отличаться от обычных паспортов и какая информация там будет вообще храниться? Очень сложно сравнивать ныне действующий паспорт с ID-картой, потому что они полностью отличаются. ID-карта похожа более на водительское удостоверение или банковскую карточку. Она будет содержать все те же персональные данные, которые есть сейчас у гражданина в паспорте, то есть фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, дата рождения. Серьезное отличие в том, что в ID-карте будет специальная микросхема, то бишь чип, на котором будет записано также персональные данные гражданина, фотография в высоком качестве и электронно-цифровая подпись, а также отпечатки пальцев. Все это понадобится в случае, когда мы заключим соглашение, и по данной карточке можно будет выезжать за пределы Республики Беларусь. Это страшное слово «чип» вы произнесли, потому что как только начали обсуждать биометрические паспорта, я как-то начала слышать о том, что, боже, чип – это все. Но это же не страшно? Нет, это совершенно не страшно. То есть это достаточно серьезная защита для биометрических документов. Во всем мире используются биометрические документы в многих странах. Мы, кстати говоря, на постсоветском пространстве последняя страна, которая осталась без биометрических документов. Но уже, как мы знаем, указ главы государства подписан, и с 1 сентября мы начнем выдавать эти документы. Осенью уже исправим ситуацию. Хорошо, данных личных очень много. Как вообще собираются данные? Вы обращаетесь со старым паспортом к нам в подразделение по гражданству и миграции. С телефона через ЕРИП оплатить определенную госпошлину. Его сфотографируют, снимут отпечатки пальцев, и все документы пойдут в работу. То есть никаких справок Ничего там? Совершенно. Мы настолько минимизировали участие человека, что никаких даже заявлений заполнять не надо будет. Все будет выводиться через компьютер. Гражданину только надо будет ознакомиться, расписаться, и вот и все. Вот здесь вот я видела, наш пока еще действующий, но старый паспорт, с которым уже скоро... Нет, это уже новый. Это уже новый, да? Это уже новый паспорт для выезда за границу, да. Я просто хочу, знаете, что спросить. Вот в старом нашем, нынешнем, все было понятно. Открыл, читаешь, имя, фамилия, прописка, или регистрация, замужем, женат, все было. А здесь вот в этой карточке, по сути, ничего ж. Как эту информацию вообще прочитать? Да, в принципе, все, что будет отсутствовать на этой карте, если сравнивать с ныне действующим паспортом, вот он есть у нас, здесь не будет сведения о регистрации на карте. Сразу могу сказать, почему ее не будет. То есть многие граждане задают вопрос, почему нельзя было на ID-карте где-то с обратной стороны указать место регистрации. Очень просто. В год мы приблизительно персонализируем или выдаем гражданам порядка 800 тысяч паспортов. А регистрации и перерегистрации граждан делаем порядка 400 тысяч, то бишь половина. То есть мы говорим о том, что если мы бы писали место регистрации, то представьте, в год 400 тысяч человек надо было бы поменять карту, потому что с изменением места регистрации. Это, естественно, было бы платно. Кому бы это понравилось? Я думаю, никому. Никому. Поэтому сведений о регистрации нету. Все сведения будут располагаться в информационных ресурсах. Гражданин как самостоятельно, так и организации, куда он будет обращаться, смогут обратиться к этому ресурсу через определенный считыватель, компьютер и наличие интернета и получить эти сведения о регистрации онлайн. То есть все без проблем. Онлайн. А насколько это безопасно для личных данных, если все это в онлайн? Для того, чтобы получить сведения из информационных ресурсов, гражданину будут выдаваться при получении ID-карты вот такой конверт. Еще один пин-код? Да, с 2 пин-кодами даже. 2? Да, 2 пин-кода. Будет первый пин-код для того, чтобы гражданин аутентифицировался в информационном ресурсе, то есть подтвердил, что это действительно он. Это первый пин-код. При вводе второго пин-кода он дает согласие на предоставление своих сведений о регистрации. То есть сейчас я даю вам паспорт, вы смотрите мою регистрацию, я не знаю, как вы ее будете использовать, а в последующем человек сам ее предоставляет на основании пин-кода. То есть дает согласие на предоставление своих сведений. Хорошо, я даже в разговоре перепутала. Вот это старый паспорт, а вот тут вы говорите, это что новый. Это паспорт новый. для выезда за границу. В принципе, если по обложке смотреть, то он отличается только значком. Вот этот значок означает биометрию. Но когда открываешь, ты полностью понимаешь, что это совершенно другой документ с поликарбонатной страницей, со всеми персональными данными. Чип находится в обложке. И... Вот он, это значок, да? Да, вот значок биометрии. Угу. Да, он также здесь есть, присутствует и на ID-карте.
Но, еще раз говорю, для внутреннего использования внутри страны, как документ, удостоверяющий личность, будет действовать ID-карта. Достаточно? Да, достаточно. Если гражданин никуда не выезжает, то ему, по сути, получать биометрический паспорт незачем. Вот мы тут с вами, так сказать, экспериментировали, сравнивали, да, чем отличается. А вот знаю, что эксперты занимаются как раз-таки профессионально сравнением, но чаще сравнивают настоящие паспорта и поддельные. Вот мои коллеги понаблюдали за этим процессом, отправились в Государственный комитет судебных экспертиз. К нам поступали на экспертизу паспорта абсолютно различных стран, европейских. Это и страны, в которых документы имеют достаточно высокую степень защиты. Обнаружить даже самые сложные способы подделки паспорта специалистам Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси помогают знания, опыт и, конечно, техника. С использованием специального оборудования, в некоторых случаях, что называется и на глаз, эксперты определяют наличие либо же отсутствие специальных средств защиты, например, водяного знака, защитного волокна, фоновой сетки, совмещающихся изображений, замену фотографий и подделку бланка документа. В ходе проведения экспертизы мы устанавливаем, каким способом выполнены какие-то изображения, заполняющие графы текст, реквизиты отдельных документов, те же подписи лица, выдавшего, например, документ, оттиски печати, штампов. Мы также можем установить и различные признаки, например, следы каких-то пятен, разводов, которые могут свидетельствовать о том, что на документ оказывалось какое-то агрессивное воздействие для того, чтобы скрыть какую-то информацию, либо удалить первоначальную и разместить на ее месте новую. Уже через месяц проведения всех необходимых исследований эксперты могут ответить, какой паспорт перед ними лежит, подлинный или все же подделка. Из способов подделки, каким образом их подделывают, используют достаточно такие простые способы печати. Достаточно часто применяются принтерные устройства с использованием струйной печати, электрофотографической печати, то, что более подручно и доступно для злоумышленников. Реже, но встречаются способы полиграфического воспроизведения изображений и бланков непосредственно самих паспортов способом плоской офсетной печати. К слову, белорусские специалисты готовы как на профессиональном уровне, так и с точки зрения технического оснащения исследовать и паспорта биометрические. Эксперты уже сейчас при помощи специального оборудования могут считать информацию, заложенную в интегральных микросхемах, чтобы сверить ее с той, которая находится в самом документе. Павел Анатольевич, вот в продолжении вот этого паспорта, то есть я правильно понимаю, хочешь выехать за границу, нужно получать вот такой паспорт, то есть по этой карточке не выпустят? Пока не выпустят. Уже Министерство иностранных дел прорабатывает вопрос о заключении соглашения с иностранными государствами для возможности выезда за пределы Республики Беларусь по ID-карте. Как минимум для начала с Российской Федерацией и с Украиной, у которых уже есть идентификационные карты, поэтому ждем соглашения. А что делать иностранцам и лицам без гражданства? Ну, раньше вот были там вид на жительство и так далее. Что теперь? С 1 сентября мы будем выдавать 3 идентификационные карты. Это идентификационная карта гражданина Республики Беларусь, это вид на жительство лица без гражданства и вид на жительство иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории Республики Беларусь. То есть иностранный гражданин, обратившись в наше подразделение по гражданству и миграции, получив разрешение на постоянное проживание, автоматически обращается так же, как и гражданин Республики Беларусь, сдает отпечатки, фотографируется и получает вот такой вот вид на жительство. Ну что ж, я предлагаю нам с вами ненадолго прерваться. Прямо сейчас давайте посмотрим наш традиционный научный обзор. В нем сегодня собрали самые интересные факты о биометрических документах со всей планеты. Одна из крупнейших систем биометрической идентификации находится в Индии. На начало 2018 года в ней было зарегистрировано более 1 миллиарда человек. Это по меньшей мере 99% совершеннолетних граждан страны. В единой системе собрали отпечатки пальцев, радужки глаз и фотографии людей, а также их персональные данные. Каждому человеку присвоили 12-значный уникальный идентификационный номер. Его отобразили в специальной ID-карте, которая и считается удостоверением личности. Эту карточку индийцы используют практически везде, от проведения денежного перевода до участия в выборах страны. Определение на глаз. Считается, что биометрическая идентификация человека по радужке надежнее, чем по отпечатку пальца.
Это потому, объясняют специалисты, что цветная оболочка глаза имеет более сложный рисунок, поэтому разработчики смартфонов активно оборудуют мобильные устройства сканерами, которые распознают своего хозяина, что называется, на глаз. Сканеры радужной оболочки глаза умеют отличать мертвого человека от живого. Специальный алгоритм такого распознавания с точностью до почти 99% разработали исследователи из Варшавского технологического университета. Технология работает на базе сверхточной нейронной сети, используется которая для анализа изображений. Для тестирования разработки специалисты взяли более 800 фотографий глаз живых и умерших людей, сделанных на одну камеру. Компьютер допускал ошибки лишь в том случае, когда смерть человека наступила менее 5 часов назад. А все потому, что за это время внешние очевидные, тем более для искусственного интеллекта, признаки смерти не успевают проявиться. Ловить преступников, находящихся в розыске, сегодня во всем мире помогает система распознавания лиц. Успешность работы с биометрией, например, доказал эксперимент одного из российских банков в 2018 году. Систему идентификации людей по лицу протестировали в метро. Всего за месяц эксперимента удалось задержать 6 десятков людей, находящихся в федеральном розыске. Новые биометрические технологии вызвали большой интерес у правоохранителей. Это снова «Наукомания». С вами Екатерина Берецкая. Мы продолжаем говорить о биометрических документах и смотрите в ближайшие минуты. Не спешите менять, что будет с белорусскими паспортами старого образца и сколько стоит новый. Заключить договор можно будет дистанционно, как операторы по предоставлению услуг связи готовятся к грядущим изменениям и каких изменений на законодательном уровне ждать вместе с внедрением биометрических документов. Ну что ж, продолжаем разбираться в теме биометрических паспортов. И вот что хочу уточнить. Как вообще этот процесс будет происходить? Замены старого паспорта на ID-карту или вот кому нужно даже паспорт для выезда за границу? И обязательно ли вот это сразу в сентябре всем бежать? Этот процесс не обязательный. Ныне действующий паспорт гражданина Республики Беларусь в соответствии с действующим указом главы государства будет действовать как внутри страны, так и для выезда за границу еще бесконечно долго. Как по срокам действия, да? Не только по срокам действия. То есть мы планируем в том числе, чтобы у гражданина был выбор. Гражданин сам решает, какой документ он хочет получить, либо биометрический, либо старого образца. Поэтому даже с 1 сентября мы будем выдавать как биометрические документы, так и паспорта старого образца. Угу. И за границу тоже без проблем? Да, за границу то же самое, без проблем выезжать. Единственный момент, который нужно здесь понимать, что назад вернуться после ID-карты к старому паспорту уже невозможно. Назад дороги нет. Назад дороги нет. А что по срокам действия? Также останется срок действия 10 лет, как на ID-карту, так и на паспорт. То есть сроки мы не поменяли. То есть, опять-таки, ну просто здесь, если там штампиков много, да, листики закончились, но это скорее для выезда здесь за тоже, границу. в принципе, здесь в основном все листы предназначены для виз, вот, посольства, поэтому тоже места предостаточно. То есть я думаю, что проблем тоже граждан не будет с этим. С помощью ID-карты, утверждают специалисты, можно будет даже дистанционно подключить услуги различные, в том числе и интернет. Как это будет работать, попытались выяснить уже сейчас мои коллеги. Общение с государством в режиме онлайн уже совсем скоро станет привычным для белорусов. С внедрением в стране ID-карт получение госуслуг переходит, что называется, в цифру. Например, узнать информацию о налогах, начислении зарплаты и пенсии или имеющихся задолженностях, и не только, можно на едином портале электронных услуг. Для того, чтобы личные данные владельца смарт-карточки при проведении определенных процедур смогли запросить работники госорганов, понадобится подтверждение того, что хозяин документа и есть владелец ID-карты. Система потребует ввести пин-код. Для того, чтобы дополнительно запросить данные из регистров государства, на примере данных о регистрации физического лица, мы сейчас воспользуемся соответствующей услугой на едином портале электронных услуг. Воспользоваться ей могут как уполномоченные работники, когда-то, допустим, работники службы «Одно окно». В таком случае согласие физического лица не требуется. Либо всем другим организациям, это вот в том числе вот просто там регистратуры в поликлинике там, и так далее, которые будут запрашивать эту информацию только с подтверждением согласия физического лица. Входим в личный кабинет портала электронных услуг с использованием своего сертификата работника организации. Нажимаю кнопку «Получить».
Один из сервисов, который уже доступен в обновленном варианте – проверка репутации конкретно интересующей фирмы или, например, в случае с юридическими лицами, потенциального бизнес-партнера. Еще недавно на доскональное изучение прошлого так называемого контрагента уходили дни, и делалось это, как правило, вручную. Теперь при помощи нескольких кликов мышки эта процедура займет всего пару минут. Нужно всего лишь зайти в свой личный кабинет на портале и выбрать интересующий сервис. Когда заключаются какие-то сделки или договоры, или человек еще просто хочет проверить, что за фирма, да, какая у нее история, он находит специальный сервис на едином портале электронных услуг и по своим запросам, то есть, условно говоря, Иванов Иван Иванович, ИП кто такой, запрашивает этот электронный сервис, и получателю приходит информация сейчас уже из 12 баз данных. Это действительно огромный массив информации, из которого вы можете узнать, к примеру, не состоит ли контрагент в таком списке должников, да, нет ли у него задолженности перед бюджетом. Всего в едином портале электронных услуг собрали 195 сервисов, 60 из них – административные процедуры, 135 – электронные услуги. Часть из них в открытом доступе, где авторизация не требуется. Мы затронули в самом начале тему защиты наших личных данных, потому что помимо вот слова «чип» у людей вызывает некую настороженность именно то, что вот все будет в онлайн, как-то вот данные, а еще пин-коды. Поэтому вот давайте как защитить себя? Я бы разделил защиту как ID-карты, так и паспорта на две части. Первая – это визуальная защита ID-карты. Специальный поликарбонат, который используется для именно изготовления идентификационных карт. Также используется специальная техника, специальные методы нанесения. Также используются специальные чернила, специальный лак, который закрывает полностью все персональные данные гражданина. То есть стереть его невозможно никаким образом, никакими там специальными средствами и так далее. Дальше на обратной стороне мы с вами видим повторение фотографии. То есть фотография гражданина цветная на лицевой стороне и на обратной стороне черно-белая. Также мы здесь видим QR-код, который с помощью телефона мы с вами можем прочитать и убедиться в том, что кому принадлежит эта идентификационная карта. Да? То есть наведя телефон на QR-код, вот, видите, вот он прочитал персональные данные, кому она принадлежит. Здесь используются современные голограммы. Она нигде больше повторяться не будет на каких-то других документах. Она будет только для Беларуси, она специально сделана. Современность технологий, вот если на камеру, не знаю, будет видно, как у нас красиво. Там-то видно красиво, да? Разные, да. Вот. Салатовенький. Да, всякие цвета, то есть в ультрафиолете он очень красиво светится. Вот, допустим, ID-карта. Тоже здесь, видите, всякие цветочки. И здесь вот наш зубр, вот здесь вот, если видите. Да. Что касается чипа. На чипе расположено два приложения. Первое – это приложение ИКАО, которое соответствует международным требованиям Международной организации гражданской авиации. Также мы можем проверить работоспособность чипа с помощью телефона. С Plao Market мы скачали определенную программу Read ID. После этого с помощью камеры мы считываем машиносчитываемую зону. Вот таким вот образом. Вот, считали машиносчитываемую зону. После этого телефон предлагает приложить ID-карту в телефон. И через систему NFC вот у нас происходит считывание. Вот считались персональные данные. Ну, в принципе, все, что есть на лицевой стороне и даже больше, мы это увидим в чипе. И также фотография в высоком качестве. Фантастика, с учетом того, что это уже совсем скоро заработает, я точно побегу. Цена вопроса? ID-карту до 14 лет мы будем выдавать бесплатно детям. Инвалиды первой и второй группы и пенсионеры оставим та же сумма, которая сейчас стоит на недействующий паспорт, одна базовая, 29 рублей на сегодняшний день. Для всех остальных граждан 1,5 базовой величины. Что касается биометрического паспорта, здесь цена для несовершеннолетних детей, инвалидов первой и второй группы и пенсионеров 1,5 базовой величины на 10 лет, а для обычных граждан 2 базовые величины. А ждать ли каких-то изменений на законодательном уровне вот в связи с появлением? Да, в связи с появлением указа главы государства у нас сейчас очень большая работа, она уже начата. С Советом министров Республики Беларусь подписан план по реализации данного указа. У нас порядка 128 нормативно-правовых актов, в которые надо будет внести изменения и дополнения.
различного рода. Причем здесь и законы, и указы, и постановления Совмина различные. Я уже не беру про внутриведомственные документы. То есть, на самом деле, еще огромная работа предстоит. До 1 сентября нам есть чем заняться. Мне кажется, вот с появлением в жизни белорусов вот этих документов многое, наверное, станет проще. При использовании ID-карты на ID-карте будет записана электронно-цифровая подпись ЭЦП, с помощью которой каждый гражданин может из дома, с своего личного компьютера, при наличии определенной программы и ридера, то есть считывателя для ID-карты, осуществлять любые административные или иные какие-то процедуры, которые будут предусмотрены в стране к 1 сентября. И, наверное, сроки выдачи самих документов сократятся, да? Не уменьшились, потому что ныне действующий паспорт мы выдаем, у нас максимальный срок выдачи это 30 дней, а будет 15 дней. И то же самое срочный и ускоренный порядок будет 10 дней и 5 дней. 1 сентября это будет единый центр, куда будут стекаться все данные с подразделением по гражданству и миграции, и где будут они персонализироваться, эти документы. Ну вот теперь у меня точно вопросов не осталось. Павел Анатольевич, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам и рассказали все очень понятно, все доступно. Напоминаю, что сегодня в Наукомании разбирались в теме биометрических паспортов. И если вы до сих пор с нами, значит, вам было как минимум интересно. До встречи в эфире.